Роза Дмитриевна, добрый день. Благодарим вас за встречу и надеемся на плодотворное общение. Расскажите нам, пожалуйста, в целом о вопросах ведения беременности и родов на территории нашей Якутии. Сейчас у нас 2022 год. Это год матери. Это первое. И я думаю, что это хорошо, что подняли вопросы службы охраны материнства и детства. Ну и второе то, что в столетний юбилей нашей республики, да, СССР образовалась ровно 100 лет назад, и вот вы такие вопросы поднимаете. Потому что все начинается с матери, наверное, да, ведь? И правильно вы подняли этот вопрос, что как у нас служба родовспоможения, да, служба помощи во время беременности и в родах развивалась у нас в Республике Саха-Якутия. Ну и я хочу, как, наверное, специалист, как врач-акушер-гинеколог, наверное, немножко напомнить историю, что раньше, до появления новых современных технологий, да, женщины все равно рожали. И помощь в родах женщины оказывали женщины, которые специально были обучены. Это повивальные бабки их называли. Их еще называли повитухами. И вот в 1889 году у нас в Республике Саха-Якутия, тогда она называлась Якутская губерния, у нас было всего 6 повивальных бабок, которые оказывали помощь женщинам. И женщины рожали дома, чаще всего дома рожали. Вот. И, конечно, 6 обученных специалистов на всех не хватало. И, к сожалению, наши женщины рожали сами, самостоятельно, и помогали им, часто мама помогала или старшие сестры помогали в семье. В среднем в то время женщины рожали от 10 до 15 детей. Представляете, 10-15 детей рожала. Да, огромное количество. Да, молодая якутская женщина. И, к сожалению, да, получалось так, что оставалось всего 2-3 ребенка из этих 10, потому что была высокая детская смертность. Ну и, конечно, и царская Россия об этом тоже знали. И они отправляли к нам обученных, уже лекарей. Да? Это те, которые прошли обучение, например, у Петра Первого в первых научно-исследовательских институтах, в Европе прошли обучение, например, и к нам их отправляли. И вот хочу сказать, что первые родильные дома у нас появились в 1919 году, в сентябре месяце. И вот мы в этом году отмечаем столетие республики, и как любые роды, любая беременность, то есть жизнь у нас начинается с чего? С женщины начинается. То есть и в республике Саха-Якутия то же самое сложилось, да? То есть сначала появилось у нас столетие службы акушерства и гинекологии в 19 году, и сейчас в 22 году мы отмечаем столетие СССР. Видите, как получается? Символично. Да? Символично очень. И в 19 году мы отмечали столетие службы родовспоможения. И тогда, открылся первый родильный, он назывался тогда в Якутском крае первый родильный барак назывался. Даже не родильный дом, а родильный барак. И там были всего 3 койки. Ну, в последующем, уже когда началось развитие Советского Союза, да, обучение врачей шло, да, и у нас появились, конечно, уже первые больницы. Ну, конечно, они вначале появились у нас в городе Якутске. И тоже появились родильные отделения. И хочу сказать, что первый родильный дом, который появился у нас в городе Якутске, это был заложный роддом на территории Залога. И вот сейчас стоит вопрос о том, чтобы, второй старый город сделать у нас в городе Якутске, это на территории Залога, да? И оказывается, жизнь-то начиналась оттуда. И можно даже, наверное, добавить то, что я родилась в заложном роддоме. С того момента, у нас, когда открылся уже заложный роддом, появились первые врачи-акушер-гинекологи. И я хочу сказать, что, первым акушер-гинекологом, она была просто врачом, но она оказывала службу по материнству и детству. Это была первый врач якутской национальности, да, Афанасьева Нина Петровна. Она закончила Хабаровский мединститут. И, ее направили сюда к нам работать. И она стала оказывать медицинскую помощь как раз по материнству и детству. И она первая в то время организовала, детскую, она называлась детско-женская консультация, то есть совместная. И больше, конечно, направление ее деятельности это была педиатрия.
то есть педиатр она, и оказывала помощь женщинам во время беременности и в родах. Вот. И в дальнейшем, значит, и в постсоветские, ну, в смысле, годы, да, у нас продолжалась эта служба материнства и детства, а, значит, заслуга первого врача Саха, да, вот нашего по акушерству и гинекологии в том, что она открыла первую консультацию и первые родильные койки у нас при городской больнице. Далее, значит, уже когда прошли у нас послевоенные годы, страна вся развивалась, да, и в 1962 году у нас открылся уже родильный дом на территории Якутской городской клинической больницы. Она называлась еще территория областной больницы, и там большое пятиэтажное здание. Оно сейчас тоже функционирует. Вот. И там, значит, первым, значит, врачом была Дудкина Алина Павловна. Первым врачом, которая, значит, была заведующей этим родильным отделением. И гинекологическое отделение открылось немножко позже, на 5 лет чуть позже, и там главным врачом была Сибрикова Алина Павловна. Вот, и сплотился и состоялся большой, дружный, квалифицированный коллектив врачей-акушер-гинекологов. Вот. И вначале родильный дом он был обособленный, то есть он был отдельный, и там были только врачи-акушер-гинекологи. Если, например, требовалась помощь врачей-анестезиологов, то они специально приходили с отделения, с другого отделения, они приходили к нам со специальным чемоданчиком. Я даже застала этот период, когда было так. И уже потом, позже, да, после того, как мы поняли, что помощь это все равно нужна постоянная, у нас при городском родильном доме, при первом родильном доме открылось отделение анестезиологии и реанимации. Они обезболивали роды, обезболивали операцию кесарево сечения. И, конечно, это было очень комфортно, и это послужило тем, что у нас снизилась материнская смертность по республике Саха-Якутия. Потом уже в последующем, когда появились новые современные медицинские технологии, женщина уже могла обратиться к врачам, да, и тогда, значит, уже женщины могли, например, ну, спланировать количество детей в семье, например, да, но это уже в советское время, после 60-х годов, да, вот, и в то время, значит, женщина уже могла, как бы, например, если была нежеланная беременность, она могла предупредить эту нежеланную беременность, вот, или сделать так, чтобы у нее было определенное количество, запланированное количество детей в семье. Но все равно наши женщины, у нас многодетность в наших традициях многодетность, и это очень здорово. И даже сейчас, в 21 веке, мы являемся регионом, где положительный естественный прирост. Это что такое? Это когда рождаемость выше, чем смертность. Это очень здорово. Если раньше население в Якутском крае в XIX веке всего было где-то около 300 тысяч всего. Представляете, вот как город Якутск всего только было, центр. А сейчас нас уже почти около 1 миллиона. И нам бы хотелось, конечно, сделать так, чтобы в 2022 году у нас появился миллионный житель. И это, наверное, зависит от всего здравоохранения. Комплекса мер, которые предпринимаются. Да, которые предпринимает наше правительство. И я хочу сказать, эти комплексы, они очень повлияли на рождаемость. То есть даже современные дети сейчас, вот я вот думала, что современные дети все-таки, ну, отсрочат год рождения и уменьшит количество детей в семье, но когда появились такие меры правительства, молодые семьи стали рожать 3-го ребенка, 4-го ребенка. Вот. Ну а когда появились еще дополнительные меры, это дальневосточный капитал, например, да, ипотека, да, под минимум процентов. Да, да. Сейчас целевой капитал в размере 100 тысяч. Да. И я думаю, это очень здорово для того, чтобы у нас увеличилось количество людей в нашей республике. Вот. Ну и наша республика же тоже поддерживает на рождение 2-го ребенка, на рождение 3-го. То есть мы многодетность же поддерживаем. Поэтому на рождение 3-го ребенка наша республика тоже дает дополнительные Одна из немногих субъектов. Да, одна из немногих субъектов. Встречая столетие ЯССР, мы с каким уровнем медицинской помощи в акушерстве и гинекологии подходим? У нас в этом году год матери, год столетия ЯССР, да, и в этом году у нас 30-летие Национального центра медицины. 30 лет, представляете? Ну и Национальный центр медицины, он гремит у нас не только в республике, он хорошо известен у нас и, значит, в Российской Федерации, и даже за пределами. Да. Потому что, во-первых, строили его, да,
зарубежные строители были вовлечены, и оборудование тоже, значит, у нас было соответствующее, да, современные новые технологии все были воспользованы. И вот уже в течение 30 лет, благодаря, значит, от идеи нашего первого президента Николаева Михаила Ефимовича был построен Национальный центр медицины. Вначале, значит, был построен клинический центр, большой в 92 году, а потом в 98 году вошел уже Центр охраны материнства и детства. Это вот оранжевое здание, красивое такое здание, да. Вот. И, конечно, мы были первыми в Российской Федерации, когда организовали вот такую, значит, службу охраны материнства и детства в структуре большой многопрофильной больницы. Это так здорово. Ну, это такая идея, да, когда помощь матери, вот я говорила о том, что у нас раньше родильные дома были отдельные совершенно, да, вот, и помощь оказывали только врачи-акушер-гинекологи. А сейчас акушер-гинекологам очень комфортно работать, очень профессионально можно работать. Почему? Потому что рядом все врачи всех узких специальностей, которые могут оказать помощь женщине во время беременности, в родах, послеродовом периоде, и то же самое ребенку. Вот если ребенок родился, и если вдруг что-то случилось, да, какие-то там болезни у ребеночка, рядом с нами педиатрический центр. Если у женщины что-то во время беременности в родах случилось, болезнь какая-то, осложнение какое-то, рядом большой взрослый клинический центр. И в этом году, в год столетия, да, у нас открылся, да, кардиососудистый центр. Приезжал к нам министр здравоохранения, да, вот, и он сказал, что в Дальневосточном регионе это один из первых таких кардиососудистых центров. Оснащенных, да. Вот. И мы надеемся, конечно, что благодаря этому у нас еще улучшатся показатели по рождаемости и по, значит, демографическим, по всем показателям. То есть исторически мы пришли к тому, что беременность и роды – это не только вот появление человека физически, да, что это вот полностью состояние женщины меняется, да, что это, да, система, и вот к этой системе нужен и системный подход. Да, совершенно правильно, системный подход нужен, потому что врач-акушер-гинеколог, он не семи пядей, да, ведь он не может все. Сейчас, тем более в 21 веке, да, столько информации, столько новых технологий, столько много новых, значит, внедрений, да, вот, и просто человек, он не может все объять необъятное. А когда рядом с тобой профессионалы, да, те же кардиологи, те же, например, нефрологи, да, те же, вот, например, пульмонологи, да, то есть с любых позиций мы беременную женщину можем пронести во время беременности и сделать так, чтобы у нее родился здоровый, желанный и долгожданный ребенок. Потому у нас результат естественного прироста. Да, поэтому, да, у нас, да, вот положительный естественный прирост. Кстати, в Дальневосточном федеральном округе мы единственные, у кого положительный естественный прирост. Женщины же сами чувствуют, что помощь есть, да? Что во время беременности она, значит, находится в центре внимания всех специалистов, не только врача-акушер-гинеколога, но и даже сейчас у нас появились, например, неонатологи, новорожденного ребенка смотрят, врачи-генетики, которые могут, значит, увидеть какую-то патологию во время беременности и своевременно скорректировать ее. Или до планирования беременности сделать так, чтобы не было вот этой патологии. Мы говорим, что женщина должна чувствовать себя в центре внимания в этот именно такой интимный период, да, своей жизни. Как она должна начать готовиться? И надо ли готовиться к этому событию, к этому процессу? Раньше там вот женщина забеременела, и только тогда шла к врачу-акушер-гинекологу. Ну, то есть вот как бы уже есть беременность. Постфактум. Постфактум. Да. Вот. А сейчас мы все-таки, живем в современном мире. У нас новые технологии, новые возможности есть. Тоже ультразвуковое исследование, например, да, тесты на беременность, например, есть, да. Вот. И поэтому вот женщина должна спланировать не во время беременности, а до наступления беременности. Потому что когда она беременна, у нас много ограничений и в обследовании, и в лечении, чтобы не навредить растущему организму и маме, например. А до беременности можно обследовать женщину, увидеть, например, ее какие-то небольшие хронические заболевания, отклонения, например, тоже генетические, например, да, обследование провести. Превентивно уже превентивно, решить, да. Превентивно. И мы встречаемся, мы же заводим обязательно, семью, мы встречаем
совершенно случайного человека, да, вот, а родословную, генетические вот наследственность мы не знаем, да, ведь мы же не будем спрашивать. Со справкой к нам не приходят. Да, со справкой к нам не приходят, в ЗАГС не идут. Вот, поэтому, конечно, лучше все это провести до беременности, все эти обследования. Сейчас это вполне возможно. Да, у нас есть и сеть женских консультаций, не только в городе Якутске, она у нас во всех республиках есть, и там принимают врачи-акушер-гинекологи. Да? Вот. Ну, в первую очередь, конечно, это к врачу-акушер-гинекологу и к терапевту участковому. А там уже в зависимости от заболевания направят к узкому специалисту. Я думаю, это будет очень здорово. То есть, и обследовать нужно. Ребенок, значит, рождается благодаря, значит, маме и благодаря папе, да ведь? Поэтому обследовать не только маму нужно, но и папу нужно будет обследовать. Поэтому лучше, конечно, заблаговременно. Это будет очень правильно. Какое большее, возможно, положительное, негативное влияние оказывается извне на здоровье женщины? Что такое здоровье по определению Всемирной организации здравоохранения? Что такое здоровье? Да? Из чего оно состоит? Оказывается, да, оно состоит, в общем, на 50% от того, что нам дали от наследственности, да? То есть 25%, да? А 50% от нашего образа жизни. Поняли, да? Да, образ, много. 50% от образа жизни. То есть как я себя веду в этой жизни, да? Ну, сейчас это оскомину набило, здоровый образ жизни, например, да, есть он или нету. Если я курю, если я выпиваю, например, да, соответственно, этих 50% будет меньше. Вот, 25% это наследственность, ну, где-то около 20% это экология, то есть вот то, где мы живем, например. Конечно, сейчас экология, она стала похуже, да, мы это знаем, но у нас в Республике Саха-Якутия мы должны радоваться, что у нас все-таки очень большая республика, да, и территориально да. Большая, да, реки чистые, вот, ну и, значит, есть те, которые промышленные, но там следят за сливом, да, то есть за качеством воды. Сейчас у нас, ну, идет не только, значит, занимается этим Министерство экологии, но и, значит, следящее, да, ведь министерство, которое. И поэтому у нас еще в Республике Саха-Якутия экология, она позволяет нам сделать так, чтобы, значит, человек был здоровым. Вот. И оказывается, вот интересно, что от здравоохранения зависит всего 10-15% качества. Всего. Да, всего. То есть, а мы-то вот привыкли к тому, что советское здравоохранение нас расслабило, да, как-то в каком-то, и мы все время говорим, что врач должен меня вылечить. Но врач-то, он назначит вам лечение, а будете ли выполнять это лечение, будете ли соблюдать эти рекомендации, в каких условиях вы будете, да, то есть и от социальных условий имеет тоже очень большое значение, то есть то, в какой среде мы живем, да, то есть может ли позволить себе женщина купить качественное, например, да, пищу, качественную воду, например, да, вот позволить себе, ну и те же лекарственные препараты, да, вот, например. Ну, у нас, конечно, помогает нам обязательно медицинское страхование, но все равно оно в определенный там контекст только есть, да, а то, что выходит из него, мы должны как бы немножко потратиться. То есть имеет большое значение и социальные факторы, да, то есть и материальное обеспечение женщины, где, в каких условиях она живет, например, да, вот, и это, конечно, имеет очень большое значение, но правительство для того, чтобы женщина беременела и рожала, они делают определенные, значит, определенные программы по оздоровлению. Например, сейчас вот у нас в Республике Саха-Якутия «Здоровая мама» направление, да, «Здоровая мама, здоровый ребенок». Это очень правильно, потому что больная мама, она не сможет родить здорового ребенка. В каких условиях вы будете, да, то есть и от социальных условий имеет тоже очень большое значение, то есть то, в какой среде мы живем, да, то есть может ли позволить себе женщина купить качественное, например, да, пищу, качественную воду, например, да, вот позволить себе, ну и те же лекарственные препараты, да, вот, например. Ну, у нас, конечно, помогает нам обязательно медицинское страхование, но все равно оно в определенный там контекст только есть, да, а то, что выходит из него, мы должны как бы немножко потратиться. То есть имеет большое значение и социальные факторы, да, то есть и материальное обеспечение женщины, где, в каких условиях она живет, например, да, вот, и это, конечно, имеет очень большое значение, но правительство для того, чтобы женщина беременела и рожала, они делают определенные, значит, определенные программы
по оздоровлению. Например, сейчас вот у нас в Республике Саха-Якутия «Здоровая мама» направление, да, «Здоровая мама, здоровый ребенок». Это очень правильно. Вы являетесь вот одним из немногих специалистов, которые высокопрофессионально совмещают вот теорию и практику. Мгм. Как это удается? Профессию врача я выбрала благодаря маме. Мама у меня фельдшер, закончила фельдшерско-акушерскую школу. Один из первых выпусков тогда был, значит, да. И она очень мечтала, чтобы, значит, у нее было 4 детей нас. И она хотела, чтобы кто-нибудь из детей стал врачом. И так получилось, что вот я средняя была сестра, и, в общем, меня отправили вот поступать на медицинский факультет нашего Якутского госуниверситета. Мы тогда были советского воспитания, мы не могли перечить родителям. И вот если мама сказала, я должна была поступить. Вот, и я поступила. Ну, мама, наверное, увидела во мне какие-то определенные качества, наверное, во время детства, наверное, отрочества, когда я в школе училась, наверное. Ну, то есть я хорошо училась, ну, по точным наукам, и поэтому мама, наверное, посоветовала мне. Но поступила я, тогда очень большой конкурс был на медицинский факультет, очень большой конкурс. У нас на одно место было до 10 человек. Это самое престижное Да, направление. самое было Ветеринар, тогда. учитель, Да, врач. да. Да. Очень большой конкурс был. И я, несмотря на свой хороший аттестат, значит, да, я прошла только вольником, вольнослушателем. А вот, и мама, ну, боялась и все время мне говорила, надо хорошо учиться, сдать экзамены. И первую сессию я сдала на отлично. И меня сразу зачислили студенткой, значит, факультета. Ну, это еще благодаря моему дяде, он как раз тоже работал на медицинском факультете. Вот это Алексеев Василий Прокопьевич, это брат моей мамы, двоюродный брат моей мамы. А вот, ну, он следил, как бы, контролировал все мои зачеты, все мои экзамены. То есть контроль у меня не только дома был, но и в университете. У вас так удачно совпало, ваши внутренние порывы и с желанием матери? Или были немного сомнения в выборе профессии? Нет, ну в то время, наверное, я не знаю, как интересно. Вот я вот ходила в школу, да, училась, это обязанность моя была. А потом мама мне сказала поступать на медицинский. Вот это я ходила вот в студенческие годы, ходила на занятия тоже как в школу. Вот моя обязанность была, я ходила в школу и должна хорошо учиться. Но я сделала как положено, как мама хотела, и закончила с красным дипломом медицинский факультет. У нас группа очень хорошая была, мы до сих пор общаемся, подружки, да? Вот, то есть, и мы вместе готовились к занятиям и вот закончили. А потом мы должны были выбрать специальность. Уже, да. Специальность вот, или стать хирургом, акушер-гинекологом или педиатром. Вот, и тогда мне помогли мои учителя. Мои учителя, это Лидия Витальевна Подгаевская, Гурьева Ангелина Евгеньевна помогли мне, да. Они преподаватели, доценты кафедры акушерства и гинекологии у нас в университете. Вот, они очень были влюблены в свою профессию, с таким интересом читали лекции, поэтому я выбрала специальность врача-акушер-гинеколога. Вот, и сам вот, мы уже на 4 курсе, у нас был цикл по акушерству, и вот сама атмосфера роддома, наверное, меня заворожила. Но я не знаю почему, я даже до сих пор понимаю, что вот у нас в родильных отделениях положительная энергетика. Да? И вот это вот меня вовлекло, и я стала врачом-акушер-гинекологом, и я до сих пор, вот теперь уже своим студентам говорю о том, что да, вот специальность врача-акушер-гинеколога, наверное, самая лучшая для врачей. Ну, каждый, наверное, так говорит, да. Специальность, да. Но просто хочу сказать для процента, что вот процент выгораемости вот у медицинских работников довольно высокий, да, потому что профессиональная боль, страдания все время. А в роддоме-то у нас радость материнства, и это вот, видимо, позволяет вот быть постоянно на энергетическом таком подъеме. Вот когда начинался строить центр, правительство нашей республики готовили специалистов для этого центра. И были целевые направления в центральные города России. И я тогда после распределения год отработала в Мирнинской центральной районной больнице врачом-акушер-гинекологом. А потом по настоятельной рекомендации главного акушер-гинеколога Станкевич Тамары Семеновны, вот, она сказала, ну, давай вот подумаем об учебе. И она
значит, сделал так, что молодых специалистов, да, встречи с министром здравоохранения тогда, да, вот, Борисом Афанасьевичем Егоровым. Вот, и он сказал, что вот нужны специалисты. И мы поехали вот в аспирантуру. Тогда уже с супругом мы поехали и поступили в аспирантуру по акушерству, по гинекологии. И вот, ну, конечно, там научное направление было совершенно с другой стороны, как бы. Вот, но было очень интересно в Москве учиться. Ваш муж, он врач. Да, он стоматолог. Самые востребованные специальности его, Да, жизненно важные. Да, и в Москве мы учились вот оба параллельно. А когда приехали после того, как, значит, обучение в Москве, нас пригласил на то время ректор Якутского государственного университета Филиппов Василий Васильевич. И тогда стоял вопрос об открытии стоматологического отделения. И он был заинтересован, чтобы мы вместе работали на медицинском факультете, потому что мои учителя были заинтересованы, чтобы молодое поколение к ним пришло на кафедру, ну и вот открытие стоматологического отделения. Вот, и нас материально заинтересовали, нам выделили квартиру тогда. Вот. И, конечно, мы были рады, у нас квартиры не было, ничего не было, потому что все учеба только была, врачебная деятельность была, и мы стали работать вот в университете. Но параллельно врач, он всегда должен работать же по своей специальности. Я работала вот в отделениях роддома, гинекологии работала параллельно. Вот, а потом уже... Когда открылась клиника акушерства, гинекологии и перинатологии, Антонина Алексеевна Егорова, главный тогда на то время, значит, врач, она называлась директором клиники акушерства, гинекологии и перинатологии, она пригласила молодых специалистов в качестве заведующих отделением. Ну и так как я была уже остепененная кандидат медицинских наук, вот мне предложили тогда, значит, должность заведующего консультацией по репродукции человека. Вот, и тогда мы разговаривали с директором консультативно-диагностического центра Барановым Владимиром Алексеевичем. Он повлиял, и Антонина Алексеевна, на то, чтобы я вот перешла к ним туда работать, консультацию по репродукции человека. То, что мы работаем вместе сейчас, акушер-гинекологи, генетики, неонатологи, вот, это приносит определенную роль для нашего региона. Ну, во-первых, в целом, значит, и в мире, и в Российской Федерации пороки развития занимают лидирующее положение, к сожалению, в смертности населения. И вот из-за этого роль медико-генетической службы очень велика. То есть в руках специалистов медико-генетической службы они, возможно, могут управлять вот именно причинами смертности в нашем регионе, то есть улучшить демографические показатели у нас в целом по республике. В вашей биографии очень удивил пункт о том, что вы досрочно защитили кандидатскую диссертацию. Я сама выпускница аспирантуры, поэтому из первых уст я хочу узнать о пути защиты этой диссертационной работы. Ну вот кандидатская диссертация, я ее выполняла на базе научного центра акушерства, гинекологии и перинатологии. Сейчас она носит имя Владимира Ивановича Кулакова, академика. Вот. Это головной наш центр по акушерству, по гинекологии в городе Москва. И вот меня туда направили, вот благодаря Тамаре Семеновне Станкевич, благодаря Борису Афанасьевичу Егорову, значит, вот мы там учились. И так получилось, что я попала в отделение бесплодия к академику профессоровой Татьяне Яковлевне. Она с мировым именем женщина была, работала и поднимала вот именно вопросы бесплодного брака, репродуктологии. А здесь у нас еще пока такого не было. И мне было так интересно работать в этом отделении. Вот. И, значит, мы там проводили эндоскопические, лапароскопические операции. Курировал меня тогда хирург, ведущий хирург Волков Николай Иванович. Вот. И мы очень быстро, так как постоянно каждый день ходили на операции, я очень быстро набрала материал, да? Биологический материал, который
был объектом моего изучения. Практическую часть своей работы. Практическую часть очень быстро получилось набрать, а теоретическую часть мне помогла набрать ведущий научный сотрудник иммунологической лаборатории Николаева Марина Аркадьевна. И там руководил этой лабораторией Сухих Геннадий Тихонович, который в настоящее время является директором этого большого центра. Вот. И благодаря, наверное, вот этому новому, потому что вот иммунология бесплодия, здесь у нас еще пока такого распространения не было, и я все это изучалась. И благодаря вот такой помощи и интересу, значит, обычно 3 года должна аспирантура, а у меня вот так получилось, что я набрала материал, я обработала, и благодаря Марине Аркадьевне, вот, да, она моим таким мини-руководителем была, потому что Татьяна Яковлевна высокий человек, вот. А вот всю такую рутинную работу мы делали с Мариной Аркадьевной. Вот тогда впервые появились компьютерные программы, вот, и мне в этом тоже повезло, потому что компьютерная программа, она позволяла легче. Оптимизировалась работа в целом, да, весь процесс. А то раньше карточками же работали, да. А то сейчас вот я все в компьютер ввела, и компьютер все сам как бы все данные вывел. И вот благодаря этому у меня получилось так, но мы и торопились, домой хотелось тоже как бы, вот поэтому. И маленький ребенок с нами был, вот, и он в школу должен был пойти. В общем, все вот такие вот... Все факторы, все карты легли так, что вы... Да. Вот, и потом, когда я приехала и стала вот работать заведующей консультацией по репродукции человека, вот, потом уже мы пошли как бы еще дальше. Мы собрали координационный совет при Минздраве, значит, нашей республики, и, значит, сделали перинатальный центр и педиатрический центр. Тогда перинатальные центры только-только о них говорились, а у нас уже в Республике Саха-Якутия появился перинатальный центр. И в 2001 году я стала директором перинатального центра. Вот. Ну и было очень интересно, значит, работать что-то новое и анализировать это все. Вот. И на базе наших данных защитилась не только я. Да, защитились у нас и другие доктора, да, то есть у нас есть определенное количество, вот сейчас мы итоги подводим, да, вот сколько у нас защищенных значит, данных именно, значит, по нашим больным, которые состоят у нас на учете, те, которые у нас прошли, те, которые у нас родили, например, да, вот на всех этих данных у нас уже много кандидатских медицинских соискателей, да, которые защитили, значит, степень. Вы как человек, вот знающий, как тогда защищались и как сейчас этот процесс происходит, какие отличительные черты можете отметить именно в этой научной сфере, именно в защите кандидатских научных степеней? Ну да, сейчас вот, определенные требования как бы появились, да, они должны быть, работы должны быть определенного уровня, например, значит, публикационная активность должна быть. Я думаю, что сейчас требования-то усилились, как бы, да, но, с другой стороны, и условия улучшились. Да, чисто вот, например, если раньше у нас не было, например, поисковых систем, приложений определенных, да, сейчас это, пожалуйста, да. Доступ к информации намного легче. Доступ к информации намного легче сейчас, например, да. Ну вот, но сейчас требования какие? Уровень должен быть определенный, да. То есть не только клиническая база, а должна быть еще и научная база, да. Это вот лабораторная база, например, да. То есть не только вот со стороны там, анализов и определенных каких-то генетических исследований провести, да, но все это, значит, сделать так, чтобы это было понимаемо не только у нас в Российской Федерации, но и за рубежом. Да, то есть эти данные должны соответствовать. Поэтому требования, конечно, повыше сейчас. Вот врачам можно сейчас параллельно, да, работать клиническую работу и в то же время анализ своей работы сделать. Да, это же тоже так интересно, да, свои результаты получить, например. Вот эта жажда, вот это желание, да, узнавать новое, черпать, выявлять, выяснять и вдохновение. Да. Откуда и где вы черпаете вдохновение? Когда я начинала свою научную деятельность, мне, наверное, помогали мои друзья, с которыми, во-первых, мы студенчество прошли. Вот так получилось, что из наших друзей, значит, мы втроем, 3 подружки, получили диплом с отличием.
То есть вот уровень у нас такой был, да. Вот, и сейчас мы преподаем все втроем параллельно клиническая работа и преподаем, значит, в Северо-Восточном федеральном университете и Якутский базовый медицинский колледж. То есть вот как бы у нас вот так вот сложилось, да. А потом, когда я поехала в Москву, и в то время уже открылись границы, да, и мы уже ездили за границу со своими результатами своей работы, например, да, печатались, например, да, и это было тоже очень интересно, да, вот. И тогда же вот это тоже вот сподвинуло на то, что обучение, например, иностранной литературы, да, вот тоже как бы определенный этот. И благодаря, наверное, вот окружению, тому, что рядом со мной всегда были люди, которые помогали, значит, с интересом смотреть вот на какую-то проблему. Какие вот сложности, либо положительные аспекты работы с беременными вы хотели бы отметить? В 21 веке это, значит, контакт с больной, психологический контакт врача и больной. Вот если этого контакта нету, то 50% значит, эффективности лечения не будет. Да? Больной должен поверить врачу, особенно женщина. Особенно довериться. Да, довериться врачу. Особенно по нашей дисциплине, да, в акушерстве и гинекологии. Потому что ну, надо сделать так, чтобы врач, значит, во-первых, знал все то, что произошло, было с женщиной, например, да, а это иногда же интимные вопросы, иногда не все можно рассказать, например, вроде бы чужому человеку, да. Вот. Но есть такая индийская пословица, кстати, которая говорит, значит, что нельзя бояться врача. Можно бояться маму, родителей, да, старших учителей своих, но врача бояться нельзя. Хорошая мудрость. Да, то есть врачу нужно доверять, да, то есть о всех своих возможных каких-то вот, ну, ситуациях жизненных. И вот эта психологическая взаимосвязь, это, наверное, самое главное. Даже, может быть, сколько незнания, потому что сейчас информационные технологии, да, ведь? Ну, сидим на компьютере, раз. Больше врачей даже иногда знаем, да. Полагаем, что... А врач-то, вот, понимаете, он для чего учится? Для того, чтобы критически, да, и как бы вот, ну, зная, значит, определенные особенности организма, да, то, что в поисковике мы нашли, это просто информация, мы ее должны обработать. Хотя у нас есть стандарты, у нас клинические протоколы, как мы должны лечить, но я всегда говорю и врачам молодым, и студентам говорю о том, что стандарт – это стандарт. А люди-то разные, и каждый стандарт, он должен меняться под вашего больного. Сейчас вот как бы есть перекос в сторону цифровизации, да, то есть врачи сейчас сидят на компьютерах, работают, меньше общаются с больными, например. Да, вы это тоже отмечаете? Да, я тоже это отмечаю, например. А вот в нашей специальности, особенно акушерстве и гинекологии, все-таки у нас руки должны работать. Руки должны работать, вот взаимосвязь женщина. Если женщина тебе доверяет, если она тебе все рассказала, это же так здорово. Да, и, значит, исход у нас будет совершенно в лучшую сторону. Да, если, например, если есть какой-то негатив, оно отразится на здоровье женщины, тем более на беременности. Потому что все руководит у нас у женщины кора головного мозга. То есть не только от органов малого таза все зависит, а все зависит от чего? Зависит от того, как настроена женщина. Рождение ребенка – это не только физика, да. Это философия. Совершенно правильно, да. Я с этим согласна. Это философский процесс. Да. И надо войти в этот процесс благодаря врачу, опытному врачу. Да, ну, даже пусть неопытный будет, но если даже врач молодой и начинающий, если у него есть желание, женщина это почувствует, и она доверится врачу. И это будет очень здорово. И получится очень хороший тандем. Да? Врач и беременная женщина. И тогда исход будет хороший. Профессиональной подготовки именно кадров, медицинских работников, вот именно акушеров, гинекологов, в их учебной программе предусматриваются какие-то психологические дисциплины? Ну да, у нас есть психология медицины, есть, она курсом идет, специальным циклом она у нас идет, да. Вот, но когда мы проходим, значит, цикл по акушерству, по гинекологии, да, мы стараемся, да, вот объяснить студенту, что это вот несколько как бы, ну, каждый преподаватель, наверное, относится к своему предмету с пиететом, да, и каждый говорит о своем, наверное, предмете то же самое. Вот, но мы особенности говорим, да, особенности вот именно беременности, именно родов, послеродового периода, потому что вот эти особенности, если врач хорошо это знает, значит, все пройдет нормально, все хорошо.
Какие отличительные особенности сопровождения беременных женщин в зависимости от возраста? От возраста имеет очень большое значение. Вот, очень актуальный вопрос, потому что вот сейчас вот, значит, наша молодежь значит, идет на отсрочку первой беременности. И сейчас у нас вот в Российской Федерации, к сожалению, возраст первых родов отошел к 29 годам. Я считаю, что все равно первые роды должны быть до 25 лет. Я читаю своим студентам эту лекцию. Говорю, что до 25 лет должны состояться первые роды. Почему до 25 лет? Потому что ткани растяжимые, потому что яичники здоровые, потому что гормональный фон молодой еще, и, соответственно, беременность пройдет, ну, как песня, да? Вот. А, значит, когда роды первые после 30 лет, это сказывается. Почему? Во-первых, багаж хронических заболеваний, которые вы за 35 лет. Багаж ваших вредных привычек, может быть, да? Вот. Ну и экология. Да, это молодой возраст, но не для родов. Но не для родов. Это надо отличать. Это надо отличать. Потому что, да, можно поменять профессию в 40 лет, например, да, что-то, место жительства. Чтобы жизненный тонус сохранялся. Сохранялся, да, и вот это. Да, потому что у нас, во-первых, продолжительность жизни увеличилась уже в целом, и, значит, в Российской Федерации, у нас в Республике Саха-Якутия. Поэтому у нас отодвинулся немножко этот возраст. Но если вы хотите рожать после 30 лет, то оставайтесь такими же молодыми, как 25 лет. Физически. Да, оставайтесь такими же молодыми. То есть вы должны соблюдать ЗОЖ, чтобы ваши клетки были здоровые, чтобы ткани ваши были растяжимые, чтобы у вас индекс массы тела был в норме. Да? Вот. Тогда, пожалуйста, я вот говорю, если женщина чувствует 40 лет себя на 25 и на 30, пожалуйста, рожайте, говорю, если вы вот соответствуете этим физически. Я говорю, возраст это не в паспорте, то, что указано, а возраст это вот физически, как вы выглядите и как вы соответствуете этому возрастному критерию. Я так думаю. Что такое ЗОЖ в вашем понимании? Не навредить своему организму. Да? Вот, очень правильно. А не навредить. А вот если, например, ну, бокал вина, например, да, хорошего вина, качественного вина, которого трудно достать, например, у нас, вот, почему бы нет, да, например, вот, ну, курение, я сразу скажу, что это отрицательно, а вот, например, ну, если я хочу ночь провести за компьютером, если это мне надо, например, но зато потом я высплюсь, да, то есть это тоже вполне возможно, например, то есть не прямо по часам, мы же люди, да, мы можем себе позволить определенные какие-то слабости, но сделать так, чтобы они меньше отразились на качестве нашего здоровья. Вот это ЗОЖ. Баланс жизни. Я могу поспать, например, утром зарядку не сделать, например, если я хочу спать, если я устала, например, да, но зато я потом эту зарядку возмещу, например, да, каким-то этим. Или, например, съем полторта вкусного, да, а на следующий день, например, я сделаю себе диету, например. Ну, строго себя не ограничивать в рамки, но при этом балансировку соблюдать. Да, балансировку, чтобы не было вреда своему здоровью. Скажите, пожалуйста, Роза Дмитриевна, вот ваше вдохновленное отношение к профессии, ваше вообще не безразличное отношение ко всем процессам акушерства и гинекологии в целом, вы являетесь одним из профессоров, лекторов, которые именно выходят с публичными лекциями. И все это, наверное, совокупность качеств ваших наставников, учителей. Да. Кого вы можете вспомнить, поблагодарить, сказать, что вот они сыграли огромную роль в вашей жизни? Помимо мамы, это, наверное, вот первая учительница моя. Я в 25-ю школу пошла в 1 класс, и там закончила начальную школу. И вот Капиталина Гавриловна, да, вот она была вот таким учителем, тоже строгий очень учитель. И она научила меня относиться к, значит, обязанностям очень ответственно. Вот это имеет очень большое значение. А потом уже, конечно, вот студенческие годы, это мои вот преподаватели, о которых я говорила. Это Гурьева Ангелина Евгеньевна, значит, доцент, кандидат медицинских наук, тоже акушер-гинеколог, Подгаевская Лидия Витальевна. Вот. А потом мои
врачи, с которыми я начинала работать. Полицинская Зоя Валентиновна с таким богатым опытом. Она врач, значит, заслуженный врач Российской Федерации, заслуженный врач Республики Саха-Якутия. Она потом свой клинический опыт передавала у нас на кафедре. Она тоже работала у нас на кафедре акушерства и гинекологии Зоя Валентиновна. Фарафонова Маргарита Константиновна, Станкевич Тамара Семеновна. Вот. Потом у нас, я очень часто вспоминаю иноземцеву Клавдию Максимовну, которая после Сибриковой Алины Павловны была заведующей гинекологическим отделением. Как она оперировала, как она нас учила оперировать, да, и как она требовала, тоже очень требовательным был врач, заведующий отделением. Вот. Екатерина Дмитриевна Попова, вот, Жданова Клара Павловна. Вот эти врачи, акушер-гинекологи, с очень большой душой. И они вот меня научили, во-первых, вот так же относиться к своей профессии и к женщинам. Наверное, любить женщин – это, наверное, первое, то, что было у них. И самое главное, вот постоянно вот совершенствоваться. Не останавливаться на одном, а постоянно учиться, учиться и учиться. И я хочу сказать, что вот мне повезло, наверное, вот нашему поколению врачей, акушер-гинекологов повезло, что мы, когда начинали работать, были молодыми врачами, акушер-гинекологами, мы попали в когорту вот таких великих врачей, акушер-гинекологов, которых я вот перечислила всех. В гинекологии, например, да, вот помимо Клавдии Максимовны, еще Желобцова Татьяна Титовна, да, вот, как она оперировала, как она, вот просто она этим жила. И вот, а мы это видели, как она этим живет, и пытались это повторить. Войцеховская Валентина Гавриловна, Павлова Полинария Ильинична. То есть перечислять этих врачей, какие они были высокие, красивые, статные женщины и следящие за собой. Да? И все-таки сказывалось, наверное, то, что вот наша специальность, мы работаем и не видим итог своей работы. А в нашей специальности акушерства и гинекологии мы видим результат своей работы. Живой, который растет каждый год, да, и который вот, видишь же результат своего. И вот вы так памятно и примечательно сказали, что ваши наставники научили вас любить женщин. Да. Скажите, пожалуйста, а что такое любовь для вас? Любовь для меня, это такое понятие, которое должно быть, наверное, в жизни. Не обязательно вот любовь среди, в смысле, вот для создания семьи, например, да, вот женская, мужская любовь, например, а вот любовь матери, любовь к детям, да, любовь к своим ученикам, например, да, любовь, я не знаю как, но мне многие мои коллеги говорят, что я больше, наверное, отличаюсь тем, что я вижу только положительные качества в людях, но мне это очень помогает жить. Я считаю, например, что в каждом человеке можно найти именно те положительные качества, на которые можно опереться и сделать так, чтобы потом было, Каким мы видим мир, такой он и есть. Такой он и есть, я считаю. Нашим мамам, будущим мамам, планирующим мамам, что бы вы хотели сказать? Наверное, это уже моим, наверное, этим и пожеланием, профессиональным таким, да, я всегда желаю женского здоровья и женского счастья. Большого-большого женского счастья всем нашим женщинам. Благодарим за встречу, за разговор и полезную информацию. Спасибо большое.